значит, я пойду дальше по вопросам. Значит, второй вопрос, здесь он немного другой темы касается, и автор, значит, этого вопроса, он мне уточнил, вот я прям зачитаю как есть, чтобы это... Значит, я знаю, Хуагал Гайву, но все равно ты представитель Ичкерии без обид за такой вопрос. Но Хаттаб Ахмадик, он часто, даже постоянно упоминает ингушей в любом вопросе. Причем тут Ичкерия и ингуши или другие? Для чего это делается и что ингуши как масса или народ делает или сделали для Ичкерии? Вот, ишт, Хаттер Цадич Цавол, Жоп Аделш Голубдорка. Дел Ресвелл, я считаю, что чеченцы и ингуши – это самые близкие родственные народы. И когда мы были вместе, как единый народ, мы были очень сильны, и мы были, вот это на русском языке слово, ну, самой доминирующей нацией на Кавказе. Я имею в виду доминирующей не в каких-то плохих моментах. Мы были самая многочисленная нация на Кавказе. Но никогда у нас не было противоречий с нашими соседями, несмотря на то, что мы по количеству превосходили десятки раз окружающих нас стран и наших народов. Мы ни одной пяди земли не заняли от наших соседей. Ни одной пяди земли за все это время существования. И когда я сегодня постоянно говорю, когда в привязке с чеченцы и ингуши, да, я напоминаю миру, что геноцид на Кавказе современная Россия начала с ингушского народа. Первыми жертвами геноцида так называемой псевдороссийской империи стали ингуши. И они стали им именно тогда, когда они добровольно изъявили желание, отделившись от чеченцев, создать свою республику в составе Российской Федерации. Да, я об этом буду напоминать и считаю, что после того, как Россия перестанет существовать как империя, мы просто обречены жить вместе. Мы просто обречены создать единое государственное образование. Вот как оно будет называться и в какой форме это будет, это уже будут решать наши поколения. Но что на Кавказе будет сформировано какое-то общекавказское единое государственное образование, я в этом абсолютно уверен и не сомневаюсь. И в этой стране, в этом нововозникшем государственном образовании самыми близкими родственными народами являются чеченцы и ингуши. И мы должны будем вместе решать будущее этого государства и тех стран, которые по неволе или по воле окажутся под каким-то в едином правовом пространстве вместе с нами. И я уверен в том, что мы справимся с этой задачей. Аларес Халдеалдеал, Барца Бойлой. Так, так, теперь я еще один вопрос задам, и а, после этого вопроса мы уже будем давать слово нашим участникам. И мы, значит, договорились, что будем давать по 3 минуты каждому участнику на вопрос. Так, значит, последний вопрос из этой первой серии звучит так. Э, Ахмад, можете рассказать немного о своей биографии? Детство, школа, студенчество? В какую школу ходили? В какой институт? Где работали после института? И два, значит, второй вопрос связан уже с Второй войной. Можете рассказать, когда и как получили ранения в Грозном, и когда и как покинули город? Кадыровцы массово распространили клевету о синем наряде и переход в Грузию через КПП в Осетии. Спасибо. Я думаю, человек, который задает вопрос, его интересует в большей степени вторая часть этого вопроса, а первая, она просто так оформлена с тем, чтобы задать второй вопрос. Ну, мою биографию все знают. Родился в Казахстане, учился в Русмартановской школе, в последующем поступил на хореографическое училище в Грозном. После окончания этого училища поступил в Воронежский театральный институт,
после окончания института работал актером в театре 10 лет, потом был избран председателем Союза театральных деятелей Чеченской Республики, Чечено-Ингушской Республики, тогда еще была единая республика. В последующем я был назначен, в 1994 году был назначен министром культуры Джахаром Дудаевым. И с этого времени я нахожусь в составе правительства Чеченской Республики Ичкерия. Относительно второй части вопроса, я получил травму, это было конец января, буквально за несколько дней до начала выхода из Грозного. Из Грозного я был выведен вместе с основной силой, с основными группами. Кстати, я один только был вывезен в этом направлении. Те, кто у нас находились в госпитале, были переведены через Старую Сунжу отдельно. Шамиль и Асламбек, они посчитали, что если я буду среди тех общей массе, которые из госпиталя переводят, что это может быть очень, что это может быть опасно для всех, если пройдет информация, что русские попытаются все это перехватить просто из-за даже одной фамилии. И поэтому меня решили вывести из Грозного по общему коридору, по которому шли все наши бойцы из Грозного. Ну, в последующем я был в Урус-Мартане, некоторое время находился, потом в Атагах, потом меня перевезли в Ингушетию, и больше месяца я находился в одном населенном пункте Ингушетии, и весь этот населенный пункт, в принципе, знал о том, что я нахожусь, и они поочередно дежурили вот вокруг этого населенного пункта с тем, чтобы меня защитить. Для этого населенного пункта я не буду пока еще называть, не буду говорить о названии этого населенного пункта, но эти люди еще живы, они находятся дома. И через месяц меня перебросили в Осетию. Опять-таки это было сделано уже это было решение Аслана Масхадова. Он передал деньги через одного человека, и на эти деньги меня перевезли сначала ингуши меня перевезли в Осетию, в Северную Осетию, оттуда в Южную Осетию, и через блокпост Южной Осетии меня передали грузинам, и грузины меня повезли уже дальше в Тбилиси. Я обо всем этом подробно написал в своей книге, где я подчеркиваю кавказская солидарность, как она проявилась относительно и касательно меня. Ингуши, которые были во вражде с осетинами, ингуши передали меня осетинам, осетины передали меня в Южную Осетию, южные осетины, которые находились во вражде с грузинами, передали меня грузинам. В принципе, эта история расписана, и я считаю, что для будущего, и когда мне говорят о том, что в состоянии ли мы создать единое государственное образование, я привожу именно этот случай, который был со мной. Несмотря на все, что происходило на Кавказе в тот период, вот эти 3-4 национальности, которые находились в кровной вражде между собой, в случае со мной, они все проявили именно кавказскую солидарность. И каждый из представителей этих национальностей говорили: позор на нашу нацию и на народ, если с ним произойдет что-то на нашей территории. Началось это именно с Ингушетии и закончилось это Грузией. Через Северную Осетию, Южную Осетию и в конечном итоге в Грузию. А вот относительно этого синего наряда, я его адресовываю тем, кто это озвучивает всегда. Да? Просто было очень много людей вовлечены в этот процесс моего перехода на сторону Грузии. И поэтому очень много свидетелей, чтобы я мог не комментировать вот их